Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире очередная передача Хастагаланта. Мы, как всегда, в прямом эфире. Но сегодня мы хотим поговорить на тему, которая в последнее время была таком в первых строчках новостейных и аналитических и других материалах. Мы хотим поговорить о Галском районе. О Галском районе, прошу прощения. Ну, что можно вспомнить как информационные поводы? Это и февральская поездка президента в Галский район, это и недавняя пресс-конференция исполняющего обязанности главы администрации района Тимура Надарая, а также вот президент буквально на днях вернул в парламент проект закона о внесении изменений в закон об актах гражданского состояния, который тоже вызвал большие дискуссии в обществе. В общем, тема у нас сегодня про Галский район. Ну, говоря таким вообще простым языком, мы постараемся сейчас, и даже взяли на себя вот такую ответственность, подвести итог вот всем тем разговорам и всем тем сообщениям, которые были на прошлой неделе, и вот сегодня, в понедельник, тяжелый день, правда говорят. Но мы хотим, чтобы в некотором смысле были поставлены настолько, насколько это возможно, какие-то уже определенные такие вот точки в разговорах о том, что за проблемы существуют, как они в дальнейшем будут решаться. Это вообще общая такая проблема интеграции Галского района. И, конечно же, это разговор о гражданстве, об образовании, вообще о правах человека, в общем, тоже. Но в основном мы опираемся на то, что было сказано на пресс-конференции главой администрации Галского района Тимуром Надарая. Дело заключается в том, что мне кажется, что впервые вот было озвучено такое исследование, в общем-то, по Галскому району. В общем, обо всем об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня у нас в студии Ардей Налыпа, да, член Общественной палаты, и депутат парламента Аслан Кобахия. Ну, с самого начала вообще хотелось бы, знаете, вот столько было сказано. Потом была комиссия, было много по этому поводу материалов в СМИ. Но и сможем мы как-то вообще подвести итог тому, каким образом будет решаться теперь проблема гражданства в Галском районе? В конечном итоге, я знаю, говорили о том, что это будет решаться все естественно по закону, что в конечном итоге определение самого гражданства это будет делаться по указу президента. Вот. Но все-таки существуют какие-то в этом вот еще, наверное, проблемы, которые нужно как-то озвучить. Или мы можем уже более-менее ясно и четко вот всем нашим зрителям, заинтересованным в этой части, как-то объяснить. Я начну. Можете уступить место даме, как дама решит. Мне начать? Хорошо. Ну, вы столько проблем одновременно озвучили. Вопросы, касающиеся паспортизации гражданства жителей Галского района, или, давайте вещи так своими называть, в бывших границах Галского района, мы прошли полпути, если так правильно выразиться. Вы прекрасно помните сессии парламента, постановления парламента. Они четкие, они однозначные. Парламент принял постановление, такое решающее постановление, где было признано, что жителям этого региона паспорта были выданы с нарушением законодательства Республики Абхазия, конкретно закона о гражданстве. Вот. Соответственно, Кабинету министров, Министерству внутренних дел, который, согласно нашего законодательства, только она определяет, кто из жителей является гражданином, а кто не является гражданином. Все эти незаконные комиссии никакого участия в этом не должны принимать. Определяет и, соответственно, Министерство внутренних дел. И Кабинету министров было поручено с 1 января этого года начать новую паспортизацию по всей территории Абхазии. Соответственно, тогда можно определить, кто из жителей Галского района является
гражданами Абхазии, а кто не является. И вот я уверен, ну, вы знаете, а какие критерии определения? Ну, там разные критерии. Критерии, это первое, что сам гражданин должен, житель, вернее, должен заявить о том, что он гражданин. И он начинает проверять. И в законе о гражданстве там очень много пунктов, которые необходимо это все проверить. Это работа чисто закрытая, Министерство внутренних дел, они определяют, кто является гражданином и кто не является. И еще там есть другая структура, знаете, еще одна структура, которая определяет, это Министерство иностранных дел, это те наши граждане, которые находятся за рубежом, они принимают, подготавливают документы и тому подобное. А сроки есть этой работы? Сроки, я вот с 1 января это должно было начаться, но по известным причинам эти сроки отодвинулись. Сейчас полным ходом идет подготовка, не подготовка, а готовятся наши документы в Москве уже. Прошли все подготовительные моменты здесь у нас в стране. И мы думаем, что где-то к осени начнется выдача паспортов. И это я знаю позиции президента, что все это начнется именно с Восточной Абхазии. Вы сейчас про абхазские паспорта? Да, про абхазские паспорта. И в знаете, пока про гальские. Да, и вот когда уже там будет видно, кто является гражданином Абхазии, а кто не является. Я не сторонник того, чтобы, Тимур Хотович Надарай, он на пресс-конференции говорил, что опрос провели, там документ создали, люди свободно выражали свою позицию, да. Кто является не гражданином Абхазии, кто является гражданином Грузии. Но это все материалы будут переданы в Министерство внутренних дел. Это будет одно из моментов, когда уже будет определяться, там не просто человека записали гражданином Грузии. Там есть мировая практика, код каждого гражданина. Во многих цивилизованных странах есть код гражданина. Знаете, они показывали свой паспорт. Это добровольно было? Это все, это, конечно, добровольно. Если, невозможно уже в условиях Абхазии. Абхазия очень свободная, демократическая страна. Если бы это было в принудительном порядке, мы бы об этом услышали. 18 тысяч человек, что, понимаете, они принесли свой документ, номер документа, там, фамилия, имя, отчество, гражданство, пишется, номер паспорта грузинского, все это. И они же подписывали. Что мешало это сделать раньше? Почему это не произошло до того? Почему сейчас с такой легкостью все это произошло? То есть выявлено все, что 17 из них граждане Грузии, они этого не скрывают. 17 372 человека из 18. А вот, например, до того было выявлено всего лишь 600. Что произошло? Какие изменения? 1100. Знаете как? Какие изменения произошли? Что произошло? Парламент это видел, честно говоря. Но у нас была такая генеральная прокуратура, которая этого в упор не хотела видеть. Мы там, вся наша генеральная прокуратура больше около 3 месяцев работала в этих 3 регионах и в итоге вытащила 1100 человек, граждан Грузии. Из них около 800 человек, которые я им передал, потому что многие наши граждане, сотрудники правоохранительных структур, они действительно патриоты, которые помогали комиссии и передавали нам материалы. Около 800 человек, это только я, который передал Генеральной прокуратуре. И всего лишь, еще 300 они нашли. Вот чего они нашли за все это время. Наша Генеральная прокуратура хотела уводить нас от реальности. Мы вынуждены были принять такое постановление. Мы не такое хотели вообще принимать. По одной простой причине. Но сегодня это все выясняется. Знаете, долго нельзя было это скрывать. Арда, скажите, пожалуйста, вообще настолько ли сейчас определено то, как будет действовать государство в отношении выдачи гражданства? Определилось или уже можно в этом деле подводить какой-то итог? И мировая практика может какая? Какой взгляд на нас в этом аспекте? Вы только что спросили Аслана Алексеевича о критериях, и в принципе он не очень четко ответил на этот вопрос, потому что это еще, видимо, в стадии разработки, и это сложный вопрос, я думаю, что там нужно очень серьезно подумать. Например, мы могли бы сказать, что составляет эту сложность? Я не участвую в этом. Я не совсем взгляд все-таки, если вы говорите. Тогда, что хотела сказать, я отвечу. Если у нас есть дополнение сейчас, у нас скоро будет принято во 2-м чтении закон об иностранных гражданах. Если он не гражданин, то, соответственно, он попадает под иностранного гражданина. Там другие параметры. Но
я вас уверяю, что все, что будет происходить в Гальском районе, будет строго по закону. Строго по закону. Это будет определять компетентные структуры. Другие правила игры в мировой практике нет. Но есть другая сторона, вот, или это определяет Министерство внутренних дел его гражданинам или жителям, или есть президент, который может потом по истечении определенных процедур дать человеку гражданство Республики Абхазия. Третьего нет. Ну, вообще же по указу президента будет даваться Нет, гражданство. не обязательно. Зачем? Если он по всем параметрам подходит, житель подходит, не обязательно. Если он иностранный гражданин, потом обращается к президенту, и, понимаете, там правила будут четко разработаны, и президент может ему дать гражданство, если он не гражданин иностранного государства. Давайте Арди дадим, может, Да, уже пожалуйста. закончить. И вот четкость в этом заключается. Да, он пояснил, спасибо Да. огромное, что пояснили. Хорошо. Я вот с Валерием не согласна, когда вы сказали, что вот пора ставить точку. Я думаю, что наоборот, только сейчас начинается такая открытая дискуссия о такой большой проблеме, как Гальский район, его судьба. И мне кажется, то, как будут развиваться события, очень связано с тем, какое государство мы строим, какую нацию мы создаем, какое место здесь жителям Абхазии, не абхазской национальности и так далее. То есть вот как бы перспективы Гальского района, мне кажется, как следует еще не обсуждались, что с точки зрения безопасности, с точки зрения укрепления нашего государства, и укрепления там, правового порядка и демократии. Это вот то, что вы имеете в виду под определением интеграции вообще, наверное, скорее всего. Интеграция, можно по-разному оценивать, допустим, последние решения, связанные с гражданством, способствует этой интеграции или нет, но мы встречались с очень многими политиками, в том числе теми, кто подготавливал это решение, вот как бы о том, что паспорта эти недействительны, и все они, вот здесь не было на самом деле разных мнений, все они подтвердили, что считают, что в интересах абхазского государства интеграция этого района, интеграция населения тоже. Вот, поэтому, наверное, это очень хорошо, что, по крайней мере, в какой-то далекой как бы, перспективе мы все, я не знаю других как бы, сил политических, общественных в Абхазии, кто как-то мыслит или, по крайней мере, вслух говорит о другом каком-то видении будущего этого района. Но очень много споров по поводу того, как эту интеграцию приближать, потому что, несомненно, вот, нормальное, такое здоровое, как единого организма функционирование государства мы не добьемся, если этот район будет всегда вот такой проблемой. Да? Но мне кажется, что очень хорошо, что очень многие темы, которые были раньше табуированы, сейчас достаточно открыто обсуждаются. Мне кажется, это первый этап. Хотя уже какие-то решения приняты, надо было, мне кажется, к решениям приходить после дискуссии. Но даже вот в такой последовательности это неплохо, когда очень многие вещи мы впервые, наконец-то, обсуждаем открыто и дискутируем и так далее. Что касается вот нынешние проблемы с тем, что... С гражданством. Гражданство. Я вот тем, когда говорил вот, о получении гражданства, да. Можно поставить точку. Все определено уже более-менее. Все говорится, что Да. есть закон, и Да, по нему всё можно делать. Вы определено. считаете, что тут я что-то хочу несовершенно? Нет, я просто что хочу сказать. Долго, кстати, об этом не хочу говорить. А то я уже сказала, что я как бы не была согласна с этой стратегией. Но мне кажется, сейчас важно смотреть вперед и думать о том, какие нужны шаги, чтобы в будущем ситуация становилась бы лучше и было бы больше доверия между населением и к населению этому, да, этнически грузинскому, как они себя называют, и со стороны населения к власти, к правоохранительным органам. То есть какие шаги будут этому способствовать, такому вот доверительному, спокойному спокойную жизнь. Ну вот что мне кажется, что в каком-то смысле вот этот результат, что огромное количество, большинство жителей Гальского района взяли грузинское гражданство, это тоже вот в каком-то смысле итог и
бездействия иногда абхазских властей, или каких-то неправильных действий, или каких-то упущений. Потому что мне кажется, если... Это не главный мотив был, я думаю. Может, один из мотивов, но не главный. Мне кажется, что, вот посмотрите, если в 2003 году, да, когда начиналась паспортизация России, да, жители Абхазии стали получать российские паспорта, российское гражданство, население Гальского района было исключено из этого процесса. Я почему об этом знаю? Потому что очень многие обращались в общественные организации с просьбой помочь им все-таки получить российское гражданство. Но они тогда же обладали грузинским большинством. Нет, вот грузинские паспорта, и Аслан Алексеевич сказал, что, в общем-то, раздавать их стали в основном в 2005 году. То есть после того, как началась вот паспортизация российских паспортов. То есть мне кажется, вот этот момент очень серьезно изменил ситуацию. До этого советские паспорта были, в общем-то, действительны, и они могли как бы долго тянуть, вот такой неопределенная ситуация могла продолжаться. Теперь, что касается, допустим, грузинского закона о гражданстве, даже сейчас, мне кажется, вот этот вариант получения российских паспортов тоже мог бы помочь в каком-то смысле решить какую-то, по крайней мере, часть проблем. Тем, что по грузинскому законодательству выйти из грузинского гражданства, не получая другого признанного международным сообществом гражданства, невозможно. Только указом президента. Да, ну, это очень редкий случай, да. А вот так вот, как бы в общем порядке, это можно только если ты переходишь в какое-то другое гражданство. Допустим, в этом смысле, поскольку у нас нет ни мирного договора, конфликт продолжается, российское гражданство было бы таким вот выходом, если бы какая-то часть, значит, гальских жителей могли бы, так сказать, надеяться на получение российского гражданства. Я знаю, что там очень много людей, которые хотели бы получить. И это означало бы одновременно их выход из грузинского гражданства, и тогда они могли бы по нашему закону, не нарушая никаких законов, получить и абхазское гражданство тоже. Я думаю, что это очень важный момент, который повлиял на то, что сложилась вот такая ситуация после 2005 года. Другой момент, почему я вот не была сторонницей такого вот массового, да, решения, когда в массовом порядке паспорта были объявлены недействительными. Потому что, во-первых, мне кажется... Абхазские паспорта. Во-первых, мне кажется, такое решение надо было подготавливать заранее и уже с готовым законом о виде на жительство. Мне кажется, что здесь немножко, так сказать, телега... Ну, а что-нибудь произошло, собственно говоря? Дело в том, что скоро будет год, как эти люди не обладают легальными документами. Абхазские паспорта, насколько я знаю, обладают... Они просто не... Они могут... Я с вами не соглашусь. Вот есть одна очень серьезная вещь, то, что вы сказали. Вот действительно надо подумать вопросы выхода, там, помочь им там, с российским гражданством. Но мы о Гальском районе говорим, сегодня забываем, что все, что там творилось. В 2003-м о каком привлечении их к российскому гражданству могло быть речи, когда у нас там чуть ли не ежедневно люди гибли. У нас в Гальском районе только в 2008 году прекратились боевые действия с вводом российских пограничников по реке Ингур. Понимаешь, все эти бандформирования или были уничтожены, или они убежали на ту сторону. И вовлекать в настроение нашего общества, если бы мы в то время какое-то руководство начало бы их в эти процессы вовлекать, люди на вилы подняли. Это раз. А второе, вот я с вами соглашусь, есть вещи, где я действительно с вами, это вот может быть один из выходов, да, там еще очень много других вариантов будет по отношению к этому населению, как их вовлекать в наши внутренние процессы. Но сперва я остаюсь сторонником, сперва нам надо посмотреть, что же мы там имеем, в конце-то концов, вот как вот Надарая делает, вот что мы с образованием, что мы имеем. Если мы эти вещи будем скрывать, мы никогда их исправлять не будем. То же самое, мы вот сейчас, вы говорите о том, что там люди какие-то, имеют они эти документы, принято решение, никто у них ничего не отнимает, эти документы, они переходят границу, там постановление парламента было такое, паспорта гражданина Республики Абхазия, выданы с рекомендациями комиссии, созданы в нарушении закона Республики Абхазия о гражданстве, Республики Абхазия в Гальском, Ачамчинском, Ткачевском районе считать
выданными с нарушением установленных процедур и не могут подтверждать гражданство Республики Абхазия. Мы тогда тоже сказали, мы дали возможность проверить это все. Понимаете, мы не говорили, там начали аннулировать, никто ничего не аннулировал. Мы признали, что эти документы были выданы с нарушением нашего законодательства. Вот сейчас, когда будут менять, будут проверять, насколько действительно эти люди являются гражданами Абхазии, не являются ли они гражданами Грузии. Все это проверится. И я в общественной палате вам говорил, сегодня хочу повторить, там есть наши граждане. Там есть, но мы должны знать, кто это. 5, 10, 20, 30, 500. Сколько их же там? Сейчас у них есть знаете, документы мы взяли, я вам другое скажу. скажу. Вот Рауль Дюмкович, когда избирался, я с ним ездил, вот мы в Гальском районе встречались. Там люди вставали и говорили, слушайте, мы, говорит, не являемся гражданами Грузии. А вот те, которые в Тбилиси сидят, говорит, абхазские паспорта имеют, в Москве сидят, а вот что мы делали. Даже если по-человечески к этим людям подходили, вот сейчас Надарая провел опрос, и что? 18 тысяч заявили о том, что они граждане Грузии. Люди, которые там живут. 17 370. Да, ну около, да, 17. И 7 с чем-то тысяч только имеют абхазские паспорта. Если бы, да, понимаете, они эти паспорта кому отдавали? А где остальные? Остальные паспорта за пределами страны находятся. Эти люди никогда здесь не находились, кому мы отдали эти паспорта. Если уже мы говорим о том, что, понимаешь, законно, незаконно. А где эти люди вообще? Кому эти паспорта мы дали? Их половина здесь в Абхазии нет вообще. И в помине не было. Вот о чем идет речь. Нам надо сперва, МВД, когда всю эту процедуру проведет, доложит нашему обществу. Понимаете, есть глава государства. Понимаете, вот тогда картина будет ясна. Что нам делать? Ну, как нам знаете, дальше действовать? Не затянется ли это вот вообще? Нет, как я это считаю, будет выглядеть что, я считаю, что... Потому что это будет несколько несправедливо, если все то, что вы говорите, будет проведено в отношении Гальского района, а в отношении остальной территории Абхазии части это никак не будет применяться. Мы же знаем, что подобного рода нарушения, они происходили по всей Абхазии. Ну, сейчас вы меня... как это вопрос вы мне задали вопрос, но вы знаете о том, что идет эта работа. Идет работа и по всем остальным районам Абхазии. Я вас уверяю, что мы настолько уже вовлечены в этот процесс, и для меня это вопрос чести, что, понимаешь, до конца, и для парламента, до конца эти проверки провести. Сейчас Генеральная прокуратура, это не та Генеральная прокуратура, с которой мы мучились, с которой мы все время в спину подталкивали. Сейчас там совершенно сидят люди, которые и в районах, и тому подобное заинтересованы, наконец-то, понимаешь, положить конец всему этому беспределу, который у нас... Но вот этот беспредел во многом сейчас повернут на тех, кто, да, тоже незаконно пользовался всеми средствами, пытался эти гражданства это получить и получал, а не те, кто вот эту схему придумал. Вот в чем проблема. Этим людям тоже надо физически жить, это понятно. Хочу сказать, что да, конечно. Все-таки я не согласна с тем, что вот это был такой единственный путь. Но не об этом речь. Мы знаем, что, вот вы сказали, некоторые встают, говорят, мы граждане Абхазии. Я знаю, что есть люди, пусть их даже немного, которые вообще не выезжали за послевоенное время в Грузию. Есть люди, которые, несмотря на угрозы с грузинской стороны, помогали проводить референдум, выборы и так далее. Есть люди, которые шли в правоохранительные органы, их называли в Грузии предателями и убивали. Понимаете, есть люди, которые учителя, да, которые пытались изучить абхазский язык, помогали организовывать эти уроки и так далее, которые тоже очень как бы себя чувствуют. Но все они попали под одну гребенку. Мне кажется, что вот эти люди должны быть известны нашему государству. Те, кто поддерживали нас на протяжении... Вы считаете, что все попали под одну гребенку? Да, слушай, никто ничего никуда не попал. Понимаете, если мы хотим говорить того, чего мы хотим говорить, это другой вопрос. Знаете, вот эти люди, кстати, я вот разбирался, знаете, вот когда не знаешь ты проблему изнутри, а просто так образно говоришь, это другое. Знаешь, действительно люди, которые служили в абхазской армии. Но есть... Знаете, ребята, слушай, люди 2 года служили в абхазской армии, они не граждане, дело даже не в этом. Вот, они не граждане Грузии, но им не дают абхазские, не давали абхазские паспорта. Вот такая у нас. Есть те, которые... Я с ней согласен. Есть такие. Вот они все никуда не делись. Они сегодня на нашей территории, никто у них еще ничего не отнимал. Вот это когда начнут замена паспортов, там все видно будет. Кто есть кто. Никто никого
никуда не дел. Они все жители нашего района, Гальского района. Соответственно, если они взяли, но здесь надо понимать, и вещи надо своими именами называть. Не может гражданин Грузии одновременно быть гражданином Абхазии. Может, если он аджарец. Да еще раз говорю, Житель нет. По закону не может. Нет, Ну почему? ладно, Если он еще раз абхазец, говорю, он может. еще говорю. Если он, аджарский, минутку, Он не гражданин. Гражданин Грузии. Гражданин Я Грузии, объясняю. гражданин Абхазии. Ну, сейчас. Дайте депутату. Дайте я скажу. Вы Разрешить хотите спор. сказать, это говорит о том, что это в Конституции записано. Любой абхазец, где бы он ни жил, является гражданином Абхазии. Тот же абхазец, который живет в Аджаре, он автоматически является гражданином нашей страны. Хотя он Это, не понимаешь, гражданин. еще раз говорю, но он гражданин, но он абхазской национальности. Значит, вот это. Гражданин Грузии абхазской национальности. Да, такое есть у нас. Вот именно. Но Конституция наша... Что в этом есть Нет, противоречие? Нет, я просто уточнила, она что противоречие когда- нас к законам о гражданстве. Но Конституция у нас выше, чем любой закон. Это главный В чем закон. противоречие? Ну, в законе о гражданстве двойное гражданство допускается только с российской стороны. Хотя у нас есть, но в Конституции написано, у нас же граждане абхазской национальности. Другой, которое надо есть там, соответствие, есть да, там это над чем получается думать, но факт то, что есть исключение. другой вопрос. Знаешь, это... Нет, Знаете, допустим, давайте мы с на эту диаспорой тему, турецкой на эту армии. тему прекратим вообще всякие дискуссии. В Конституции там все Владислав Арденбach четко записал. Давайте мы, абхазцы, прекратим, понимаешь, дискутировать на эту тему. Но есть другие жители, есть другие национальности. Понимаете, если они не наши граждане, то мы должны открыто сказать: ребята, вы не наши граждане. Если они наши, но если они живут на нашей территории, не имеет значения. А к чему же мы придем все-таки в конце? Кто получит вид на жительство? Да у них все права, кроме политических. Да понятно, поехал я в Америку, дали мне вид на жительство. Что, я должен президента Америки избирать? Какого боку? Александр Алексеевич, а если человек, вот, допустим, он был молодым, получил грузинское гражданство, да, но хочет стать гражданином Абхазии? Арда, Какая вот вы возможность? один из вариантов, вот когда вот это все мы разберем, вы один из вариантов очень так же, может быть, даже не стоило это в эфире говорить, то, что вы предложили. Понимаете, очень много вариантов. Вот за это все Ну, вот патриоты какие должны другие, собраться, допустим? сложиться, понимаете, думать. Но не надо, понимаете, придумывать того, чего нету. Понимаете, всем нам надо думать, как это все сделать. Я в категорической форме, я вообще никогда ни с кем не согласен, кто-то говорит, что вот он патриот, а этот не патриот. Да мы все мы патриоты, в конце концов. Она не патриот, что ли? Понимаете? Все мы, ну давайте складываться. Но нарушать закон, если у нас что-то в законе не совсем правильно, давайте его менять. Давайте. Но когда нам выгодно, его менять не надо. Вот кроме гражданства там есть много других вопросов, и исполняющие обязанности... В гражданстве мы поставили точку. Ну, мы не Я поставили, обещал. многоточие поставили. Я Вы не обещал поставите точку. Многоточие. точку. В гражданстве точку поставить генеральный прокурор. Я просто хотел узнать следующее. Когда-нибудь. То, что генеральный прокурор поставит точку, это еще, знаете, нужно посмотреть, как оно будет. Потому что на той же пресс-конференции, знаете, прозвучало такое заявление, что до сих пор так и не выявлены те, кто вот эти все нарушения там допускал, и не только в отношении гражданства, и продажи паспортов и так далее. В таком смысле получается, знаете, что я даже вот где-то выписал для себя: преступление ушедшей власти перед своим народом, вы назвали вот эту вот раздачу. Я никого не Ну, на пресс-конференции это Надарай прозвучало. назвал. Да, Надарай. Но на самом деле, если это преступление, то уже столько времени прошло, и должны были быть кто-то, во всяком случае, выявлены, знаете. Валера. Нет, Вы я знаете, докончу, вы все время вопросы извините. задаете не тем. Ну, я знаю, что не тему даю. Я просто даю какой-то некоторый комментарий к тому, что было на пресс-конференции Я понимаю. и как люди к этому относятся. Если были преступления ушедшей власти, мы должны видеть доказательства того, что произошло. А до сих пор мы так и не видели ничего, ни в отношении продажи паспортов, ни в отношении тех преступлений, в том числе экономического характера, которые произошли у нас в республике. Таким образом, получается, что, называя преступной прошлую власть, у нас эти заявления звучат как бы голословно. Но мы вернемся, давайте, к гражданству. Мы же сказали, что все определено законом. Вы достаточно точно и четко сказали, что определяет гражданство МВД. Правда, я не совсем понял, по каким признакам будут определять, и будет ли там, например, учитываться самосознание, например, человека. Он может быть и родился здесь, и годы прожил долгие здесь, и закон не нарушал, Поэтому но закон будет вернули. ярым националистом, например,
причем совершенно противоположного нам государству. И что тогда? Ну, знаете, как не в России не все граждане России порой любят Россию. Ну, что делать? Понятно. У нас страна маленькая. Самое главное, страна маленькая, опасностей много. Давайте мы, чтобы говорить о гражданстве вообще в этом регионе, мы должны, понимаете, сперва посмотреть, что мы там все имеем. По закону и все. Да, нет. По-любому, по-другому. Все же определено. Я еще раз говорю, даже разные формы и методы, они все равно должны вписываться в закон. Если она не вписывается в закон, ты его уже ничего не сделаешь. Если мы не научимся, вот Арда вот здесь перед эфиром мы говорим о правах человека, о каких правах? Знаете, там, где больше всего нарушаются права человека, там, где беззаконие. У нас в стране нарушаются права человека, нарушаются сплошь и рядом. Беззаконие. Если мы научимся, понимаете, мы маленькая страна. Нас сможет спасти. Понимаете, вот даже мы своим примером, я вот честно хочу вам сказать, вот россияне, да, вроде бы наши стратегические партнеры, многие сюда приезжают. Знаете как, мы своим поведением их приучили к тому, что можно здесь, что угодно сделать. Даже, понимаешь, в обход нашей Конституции, в обход нашего закона. Вот там живой пример перед этим же было, какой нам проект договора прислали. Вы не видели, что мы все общество на дыбы встало. А почему это так происходит? Потому что мы приучили и врагов, и недругов, и друзей к тому, что у нас можно, понимаете, в обход закона многие вещи делать. Себя приучили, прежде всего. Мы себя приучили, мы так себя вели. Вот знаете, сейчас на себя брать вот эту ответственность мне бы как-то не хотели. Никого я, например, не приучал. Нет, ну еще раз говорю, когда мы говорим. Кто мы? Валерий, давайте назовите, кто тогда. Я объясняю вам, кто мы. Давайте Арда дадим слово. Та власть, которая, понимаешь, с ними контактирует. И сегодняшняя, и вчерашняя, и завтрашняя. Они должны понимать о том, что все контакты должны быть строго в соответствии с нашим законом. И любой чиновник... В соответствии с законом, значит, вот то, что вы сейчас говорите, должно иметь законные подтверждения. Конечно. Докажите нам, что они действительно вот таким образом поступали. Значит, должны быть какие-то подтверждения, законные, определенные, через суд там, и так далее. О чем? На той теме, Валера. Или пока этого нету, да, это все получается, да, мы в комиссии доказали, и мы доказали обществу, что мы с первым долгом комиссия парламенту это доказала, что были выданы паспорта с грубым нарушением нашего законодательства. За это парламент. Там в парламенте, вы понимаете, мы 3 сессии провели. И все 3 сессии были единогласны. Потому что настолько были очевидны эти нарушения. И то, что Тимур Надарай сейчас сделал, это всего лишь подтверждение того, что мы видели тогда. Арда хотела возразить. Я просто хотела сказать о том, что вы сказали о нарушении прав человека там, где беззаконие. Но это как бы в идеальном случае. Но мы очень часто знаем такие ситуации, когда сами законы иногда нарушают права человека. Вот долгое время, когда Абхазия была не признана, сюда нельзя было провести учебники. Люди некоторые нарушали закон, когда все-таки провозили. Я завозил. Ну вот. То есть я хочу сказать, что иногда это не соответствует. Жизнь всегда сложнее. Что касается того, что вы говорите, раз по закону не полагается, значит все, выхода нет. Но мы видим с тем же гальским вопросом, как менялось как бы наше видение, да, решения гальской проблемы. Менялись законы, появлялись поправки, да, некоторые поправки, как бы, которые имели как бы и обратную силу, чего как бы не должно быть в правовом государстве. То есть после войны, вы помните, закон 93-го года, который предполагал, что это население Гальского района может как бы легче интегрироваться как бы в общеабхазское пространство, чем это получилось в результате, и так далее, и так далее. Потом как бы эти концепции менялись. Но что касается вот этого последнего решения с паспортами, мне кажется, что все-таки, я думаю, что если у людей вот в течение года все-таки этот документ, который непонятно, да, что подтверждает, они наказаны. Но наказаны за что? Допустим, те, которые пришли в эти комиссии, не они их создавали, эта власть отвечала за то, каким образом все это было организовано. Так что мы как бы наказали этих людей, некоторых из тех, пусть это были не меньшинство очень большое, но все-таки были там те, у кого там и российские паспорта и так далее, у кого не было грузинского гражданства. То есть, если мы говорим о законности, о правах человека, то мы не должны делать вот такие как бы огульные В чем его решения. наказание было? Ну, хорошо. Ну, в чем, Арда, его наказание? Что? Вот в чем мы их наказали? Ну, они сейчас могут, допустим, оформлять покупки, там, наследство и так далее, использовать. Нет, они не могут. Очень многие приходят к нам в общественную приемную и говорят, что у нас эти проблемы. А что касается, допустим, вот такой большой
цифры, что люди доверились. Это, конечно, большой показатель доверия, что они приносят свои там грузинские паспорта, которые они раньше там прятали и так далее. Но и не только доверие, но и надежда. Надежда на то, что вот введение закона о жительстве поможет решить и многие проблемы. Но пока этот закон еще не готов, и я знаю, что есть некоторые споры. Вот то, что вы сейчас тоже сказали о том, что статус иностранного жителя, да, в принципе, человек, у которого там несколько поколений, да, родились на сам этой себе земле, сделал таких. Да, мне кажется, что вот на обсуждении встречи в парламенте с общественной палатой, там Сократ Радиоли сделал очень, мне кажется, важное такое предложение о том, что у нас в Абхазии районы очень разные. И, конечно, Гальский район имеет особую специфику. И приграничный, населенный этническим грузинским населением и так далее. Что, может быть, мы придем к тому, чтобы закрепить законодательно особый статус этого района. Да. И отменить любые выборы там. Ввести прямое президентское правление. Это на уже каком-то этапе. Иногда это могло бы да, решить, мне кажется, чем, допустим... Да, я говорю, если, допустим, выявить о том, что там 90 с лишним процентов являются гражданами враждебного государства. Соответственно, мы говорим о том, что и о каком-то выборах в местном самоуправлении. Там надо вводить прямое президентское правление на каком-то этапе. Понимаете, пока, понимаете, там ситуация изменится в другую сторону. Не всем складывается, как мы здесь говорили. И что там делать? Еще не ясное, правда, вот такое как бы предложение вы сейчас высказали. Да. Есть это другие предложения. Это уже... Но мы приступили уже к каким-то решениям, которые касаются конкретных людей. Мне кажется, не подготовлены. Вот это мое опасение. Мне кажется, что этот район, который всегда был таким камнем преткновения, яблоком раздора между Венгрией и Абхазией, были даже вот комиссии, да, и, кстати сказать, которые решали, в XIX веке приходили к выводу, что это абхазским населением заселенный район и должен принадлежать Абхазии. Когда, кстати, было махаджирство, самурзаканцы, все опасались, чувствуя себя абхазами, опасались, что их тоже выселят, но надеялись там на свое георгиевское знамя и так далее. Вот эта борьба за этот район, она продолжается и сегодня. И мне кажется, от того, насколько мы будем хорошо знать ситуацию в районе, чаще туда ездить, да, знать этих людей, вот хотя бы иногда приглашать представителей Гальского района на ваши передачи, чтобы выслушать их мнение. Насколько мы действительно продумали вот эти шаги по интеграции. Потому что действительно, я, например, глубоко убеждена, что население там очень разнообразное, очень дифференцировано. Есть те, кто помнят о своих абхазских корнях, есть те, у кого вообще этих абхазских корней нет и так далее. Есть те, которые действительно говорят, мы под дулами пистолетов, где близко проводили выборы, и когда считали бюллетени, не знали, придем домой живыми или нет. Они поддержали. Есть такие, как семья Сигуа, который сказал, что мы выступаем за независимое абхазское государство. И есть те, которые поддерживали грузинских партизан, и на руках которых есть кровь те, кто абхазских ребят и так далее. Есть те, кто получил абхазские паспорта, несмотря на то, что они прямое участие принимали. Участие прямое у них было. Да, понятно. в войне. И поэтому и вы говорите, что до сих пор мы не нашли этих... Если у нас в наших вот тут вопрос исполнительных структурах будут оставаться, да, те люди, которые выдавали врагам Абхазии паспорта, от того, что мы какие-то районы, так сказать, будем каким-то репрессиям подвергать, опасность для страны останется, потому что именно вот эти люди, да, сделали возможным то, что враги Абхазии получили документы. Вот я мы как до раз сих пор вот это именно хотел. Но это как бы задача наша внутренняя, да, укрепление правопорядка, укрепление каких-то властных структур. Знаете, вот Арда, так, знаешь, вот я ее слушаю, даже немножко так вспомнил, да, как хорошо вот так говорить, что вот их там права нарушены, вот Гальцев, что какие, Гальцев за 20 лет впервые с ними начали вообще говорить. Эти вещи своими именами. Я это сказала. Еще впервые вообще начали с ними говорить. Люди почувствовали свободу. Люди теперь перестали бояться. Вот чего добился Надарая, это первым долгом, что он, понимаете, он себя не ведет так, как наместник, понимаете. Да? И за это люди доверились, и эти паспорта вытащили, показали. Но если
я с вами согласен, Нарда. Понимаете, в Гальском районе очень много чего надо делать. Но мы должны понять о том, что там позиции нашего врага в 100 раз сильнее, чем наши. Мы физически там присутствуем. Идеологически, духовно они присутствуют там. Мы должны и все, там присутствовать. мы обязаны, не то, что и должны. Мы могли больше там знаете как, мы могли сказать. уже 7 лет, как там нет там. войны. За эти 7 лет мы полшажка не сделали. И сегодня впервые люди там начали, понимаете, люди начали изучать ситуацию, разговаривать с людьми, элементарно мусор убирать в этом городе, понимаете, что бордюры красить. А там люди очень трудолюбивые. Людей перестали орех отнимать, грабить их, дань с них брать. Все это, знаете, когда это все остановилось, они поняли, что, я вас уверяю, что потом вот мы говорим там, как это будет дальше решаться закон. Одно, что у нас и время есть еще. Ничего у нас не поджимает с паспортами. Да. Это раз. А второе, я уверен, что абхазское руководство в лице парламента и президента, который эти поправки примет такие поправки, такие законы, которые в интересах первым долгом абхазского государства и жителей, которые, понимаете, на ее территории живут. Интересы абхазского государства, понимаешь, мы не имеем права, понимаешь, ущемлять. Это факт. И последнее, что я хочу сказать. Гальцы, когда мы говорим, что там, знаете, мы в Галлии очень много ошибок совершили. Но у нас очень большие потери были в Галлии. Вещи надо своими именами называть. Мы потеряли около 1000 человек только убитых. Больше 100 человек миротворцев. Там эти люди, эти партизанские движения там невозможны были. А 99% эти люди, которые осуществляли убийства, это жители этого района были. Откуда вы знаете? Вы в спецслужб служите. Вы в спецслужб. Я уже не хочу лишнее. Еще говорю, все эти известные списки. Вы что думаете, десятки людей в плен попадали к нашим спецслужбам? Полный список всех этих подразделений у наших спецслужб присутствует. 99% все вот эти партизанские 20 лет, которые партизанили, это все были гальцы. И к большому сожалению, с абхазскими корнями, которые вы как говорите. Это факт. Что я знаю? Я ничего не придумываю. Слушайте, я не могу байки рассказывать. Я знаю то, что знают спецслужбы наши. Вы спросите у наших спецслужб. Слава Богу, если есть списки, поэтому еще раз говорю, не должны... вы поймите одно, их действия, Валера, хочу сказать, их действия в этом регионе невозможны были, если они не имели бы поддержку местного населения. Знаете, здесь очень много, да, вы знаете, как красиво сегодня говорить можно, но я не забуду тех ребят, которые я сам лично, будучи руководителем, понимаете, подразделения терял, трупы были сожженные. Это никогда, знаете, в моей жизни... Там была настоящая война. И она закончилась в 2008 году только. И она в любой момент может начаться, и 7 лет. Да, и не дай бог. Еще я вам другое скажу. Геополитика изменится. Где-то, понимаете, позиции нашего стратегического союзника пошатнутся. Моментально могут начать боевые действия. Но есть и наша ответственность в том, что настроение во время войны, когда грузинские войска были здесь. Прямая ответственность наша в этом вообще. Когда грузинские войска стояли здесь. Мне кажется, очень многие, не кажется, я знаю, потому что еще вот Валерий Ломия, который был прекрасным, так сказать, замглавы администрации, знал буквально каждую семью, каждого человека в лицо и так далее. Он говорил о том, что очень многие пытались всех поставить под ружье, но массы просто скрывались, уходили, не остановили, не поддержали тогда они. Многие поддержали. У нас вот поднимите книгу Ачуба. Вы там увидите, сколько их было. Не надо ничего, все было, Арда. Нам надо сказать, все это было. Надо разбираться и с теми, и со всеми этими. Поддержали из разных национальностей. Хотите, я вам скажу, знаете, вот к нам добровольцы ехали откуда-то только. Ну, я ни одного гальского абхаза с абхазскими корнями в рядах нашего подразделения не видел, знаете, в упор. Что они воевали на стороне госсоветовцев, это факт налицо, но давайте мы все время это им в упрек не будем ставить. Да, это надо, понимаете, это есть спецслужбы, которые пусть они занимаются, а есть люди, которые не виноваты, если люди, понимаете, которые не держали оружие против абхазского государства, они на этой территории. Кстати, между прочим, это соглашение 1994 года, там четко прописано,
что на территории Абхазии не могут находиться те, которые воевали против абхазского государства. То есть, согласно этого соглашения, они всегда будут преследоваться. Да и согласно наших законов. Люди, которые против нас... Я вообще не сторонник того, если честно говоря, пусть кто хочет, как хочет меня расценивать, что мы его там вылавливаем, депортируем, да их отстрелять надо, как последних собак, и все дела. То есть он еще сидит здесь, понимаете, и ждет своего часа последнего. Но он давно отсюда должен был бежать. К сожалению, нам надо заканчивать передачу, и какой-то попытаемся итог подвести. Я, например, вижу, ну не итог, а какой-то такой... Типа итога в том, что закон должен работать на всей территории Абхазии, должен работать абхазский закон. Есть военные преступления, которые срока давности не имеют и не должны иметь, и их надо преследовать, искать и так далее. Галицкий район огромный потенциал, и пахотные земли, и Ингургес тут находится там, который питает энергию. То есть там огромный потенциал, это как атомная энергия. Она может стать бомбой, которая может взорваться, а может стать электростанцией. Но я считаю, мне кажется, надо прежде всего их вернуть в наш часовой пояс, как говорится. Они вот по тбилисскому времени жили. Часовой пояс во всех смыслах. Юридическом, идеологическом. Мы не затронули вопрос учебников. Это возможно? Ведь не просто для начала переставив часы, правильно? Для начала, если людям, которые пытались поддержать, да, работали все это время, какое количество арда было? Ну, это несоизмеримое количество тех, кто... Но с другой стороны, нельзя не учитывать и это малое количество тоже. Арда, вы же совершенно правильно и четко вообще сформулировали, что нам нужно больше туда ездить. Вот нам, я имею в виду, нам нужно знать эту ситуацию, которую мы, посмотрите, сейчас произошел такой открытый разговор, действительно он был в некотором смысле сенсационный, то, что представил сам глава администрации, потому что впервые были озвучены цифры, которые до этого почему-то никак не могли быть представлены, никак вообще, все этому сопротивлялось. Я думаю, что пойдет и дальше, наверное, работа в этом русле, и наконец-то мы поймем, кто за это ответственен, будет это выявлено. И, наконец-то, мы поймем, что нужно за свои поступки отвечать. Что касается паспортизации, что касается вот этого абсурда с учебниками, о которых мы тоже хотели поговорить, который совершенно вообще в логику вещей не вписывается. Разве за это никто не должен отвечать? Разве тогда не работало Министерство образования? Разве эти люди не видели эти учебники? Это что за сумасшествие произошло вообще с нашими головами? Нашими... но с моей пусть без вас, значит, что учебники у нас в Абхазии пропагандируют то, что за что вообще наши братья, сестры погибли. Вы можете себе вот такой абсурд представить? Пограничная торговля тоже не артикулирована вообще никак. Ну, все это вместе. Возникает. Знаете, давайте мы действительно, наверное... Меня, знаете, что вот радует, и вот меня не беспокоит. Вот как раз, извините, мы поговорим о том, что нас... что можно, как вы видите, в чем выход? Да, я выход вижу. Знаете как, вот я... Самое главное, что у нас общество готово к тому, что, знаете, вот мы говорили о тех ужасах, что с нами произошло. Знаете, все время в окопах сидеть нельзя. Знаете, надо переходить на мирный лес. Закончили с теми, кто воевал против нас. Если они среди нас есть, там надо быстро с ними разбираться, а с остальной частью надо четко разбираться. С этим как раз вопроса нет. И главное, вопрос с нашими я есть. Вот был на совбезе, который проводил президент, я увидел, понимаете, я увидел позицию государственного деятеля. Человек, который, понимаешь, четко, понимаешь, понимает, что ему надо делать в этом регионе. Галицкий район, это силами, допустим, главы района или какого-то министерства не решится. Это первое, это решение должны быть главы государства. Если законодательно, где-то какие-то законы нужны, пожалуйста, его делать. Но там должно быть прямое президентское правление. Там интересы абхазского государства отсутствуют пока. По большому сожалению. Да, мы глав назначаем, там сел и тому подобное. Идеологии нашей нет. Соответственно, люди там мыслят не по-абхазски. Не по нашим законам, не по нашим. Они совершенно, они все смотрят за Ингур. Мы должны, понимаете, им показать. Не говорите все. Ладно, вам так хочется, хорошо скажем. Хорошо, нет, еще говорю. Если вы считаете все, значит, большинство. Ну, понимаете, вот Тимур Надарай, вот на той же пресс-конференции говорил о том, что, понимаете, 100 миллионов только педагогам платят. Понимаете? Почему? Я сейчас не хочу много лишнего говорить. Знаете, не все. Знаете, там грузинские спецслужбы очень сильно влияют именно через медиков,
через педагогов. А наши Все. спецслужбы где? А нас, минутку. Понимаешь, у нас помимо спецслужбы, у нас вообще министерство, ведомство, у нас это наша территория. Они-то там сюда приезжать не могут, а их туда вызывают. А наши туда. Я к чему говорю? Я убежден в одном. Я вас уверяю. Нам надо просто адекватно подходить. По ситуации подходить. Адекватно подходить, и результат будет. И я увидел на Совбезе позицию человека, который действительно понимает эту ситуацию. Он сам человек, который хорошо знает ситуацию в Гальском районе, что туда надо вкладываться по всем параметрам. И тогда у нас будет результат. Через год мы с вами соберемся вот здесь, мы о других вещах будем говорить. Можно я спрошу Валерия, вот то, что вы сказали о том, что вот должны быть наказаны домовики. Конечно, я совершенно с этим согласна. Выявлено просто окончательно. Совершенно с этим согласна. Но это все задачи прокуратуры. А другим какие вы даете задачи? Вот, понимаете, если мы только будем, так сказать, подчищать какие-то ошибки и упущения, которые были сделаны, мы все равно опять не догоним жизнь, которая будет идти туда, где ей Арда, лучше. совершенно с вами согласен. Что за 20 лет мы не смогли учебника ни одного, да, как-то подготовить, не проверить это все. Мне кажется, что действительно мы как-то хотели, мне кажется, очень так, не знаю, легкомысленно надеялись на то, что вот эти тяжелые проблемы могут решиться сами по себе. Само по себе только ухудшается ситуация. Это, как, знаете, вот больной орган у человека. Если им не заниматься, да, и больше внимания не уделять, то может... Вы сейчас видите, что все-таки общество готово, и власть готова заняться Гальским районом. Вы знаете, я не вижу, что больше стали туда ездить. Я не вижу, что появились какие-то программы, хотя бы во всяком случае, народники, которые сказали бы, я там буду обучать абхазскому языку. Я очень мало. Вот на Дарае я как бы вижу, что он очень много старается сделать, и это радует и вселяет надежду. Но, к сожалению, вот мне кажется, больше мы здесь, в Сухуми, говорим, спорим, там, ломаем копья, но вот как-то радикального изменения ситуации. Да, я с вами согласен. Но зато есть очень сильная, да, очень сильная есть воля, и мне кажется, у главы администрации эта воля вот сейчас проявилась в той работе, которую он сделал. Я перед нашими телезрителями должен извиниться за некоторое такое затягивание программы. Мы вообще должны были уложиться в наше время, чтобы они вовремя могли посмотреть следующую программу. И нашим телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях были Арда Иналыпа, член Общественной палаты, Аслан Кубахия, депутат парламента Республики Абхазия. Огромное спасибо вам за то, что вы пришли, откровенно разговаривали. И я думаю, что дальнейшим продвижением вообще вот всей той проблемы, которая связана с Гальским районом, будет то, что мы не только туда будем ездить, но и оттуда сюда тоже приедут, и мы сможем в более широком кругу уже и более откровенно, да, без страха. Раз они без страха сознались, сознались, может, не совсем хорошее слово, о своих паспортах, да. Да, они рассказали о своем гражданстве. Это говорит о том, что у них действительно появилось доверие. Вот это внушает, в общем-то, какой-то оптимизм. И мне кажется, мы должны все-таки в Сухуми обсуждать и принимать решения, а потом туда и ездить, и все остальные вещи делать. Потому что это все-таки центр государства, и мысль тут рождается и о прямом президентском, и об учебниках, и обо всех. В идеале, да. Спасибо большое, что сегодня... Всего доброго. Огромное спасибо вам еще раз. Будьте здоровы. Я скажу, вот это то, что... Все, закончим? Да. Вот то, что...